Так, у нас 16:00, значит, время начала вебинара. Здравствуйте все те, кто присоединился к вебинару. И сегодня его проведет один из, возможно, лучших специалистов Таджикистана в области визуализации данных, работы с данными. И все те, кто хотите научиться работать с данными, предлагаю помучить Кумуш Муртазакулову. У нее будет примерно час для того, чтобы полностью посвятить вас в основы работы с данными. И далее у вас будет возможность задать свои вопросы. Все вопросы вы можете ставить в разделе Questions или вопросы, которые находятся прямо над блоком презентации, слайдов. Пожалуйста, все свои вопросы оставляйте там. И далее, после того, как вебинар закончится, Кумуш перейдет туда, прочитает ваши вопросы и ответит на них. В целом, желаю удачи всем тем, кто присоединился к вебинару. Желаю удачи, Кумуш. И передаю ей слово. Всем успехов. Добрый день. И с Днем космонавтики вас всех. Меня зовут Кумуш, и я занимаюсь визуализацией данных. И сегодня я немного расскажу о том, что это и с чем это едят. Визуализация данных, то есть это представление данных в более понятной форме. То есть, как мы знаем, люди лучше всего воспринимают информацию визуально, нежели читая длинные отчеты. То есть вам легче будет вспомнить какую-то картинку, какую-то цифру крупно написанную, чем если вы будете читать очень длинный отчет. И очень часто бывает так, что делают инфографику, но она непонятная. И сегодня я поделюсь, как делать ее более понятной, и чтобы она была легко усваиваемая, чтобы ей хотелось делиться, и чтобы она была интересной. Что можно визуализировать? В принципе, визуализировать можно абсолютно все, начиная от самих просто данных, можно визуализировать процессы, составы. То есть вы не должны себя ограничивать. Иногда кажется, что визуализация данных – это только визуализация какой-то серьезной статистики или исследований, но на самом деле, как вы можете увидеть на слайде, то есть можно визуализировать, как покупать квартиру. То есть это процесс, это инструкция, как это делать. И данные – это не обязательно какие-то статистические данные, но и какие-то навыки, или какая-нибудь полезная информация. Также можно визуализировать составы, не только продуктов, но вы можете увидеть инфографику, где визуализировали одно из блюд, то есть рецепт, чтобы было легко и понятно сделать это блюдо. То есть зачастую, например, некоторые могут не знать, я не знаю, допустим, что такое шпинат. А видя визуализацию, они могут сказать: я видел на базаре, допустим, значит, вот это шпинат, и это тоже облегчает им жизнь и возможность что-то делать. И инфографика, она не должна быть всегда серьезной. Например, есть несерьезная, веселая инфографика. Например, парадокс походов в гипермаркеты. То есть она не основывается на какой-то проверенной статистике, но это просто какие-то шуточные факты из жизни, что, например, когда вы идете в супермаркет, зачастую вы там идете купить, я не знаю, буханку хлеба, а потом покупаете кучу всего, что не планировали. Также другой пример, в какой момент приходит гениальный ответ. То есть зачастую у многих так бывает, когда ты такой с кем-то говоришь, и через сколько ты думаешь: я бы мог вот так ответить. То есть тоже она не основывается ни на каких
данных, а это просто какие-то примеры из жизни, которые тоже можно визуализировать. То есть не зря говорят, что все, что нас окружает, это данные, которые можно визуализировать. И вот еще другой пример такой визуализации – это в течение дня. Но это уже основывается на статистике и исследованиях, которые показывают, что после 4 часов дня продуктивность сильно падает. Вот именно поэтому мы решили сделать вебинар в 4, чтобы вы и могли отдохнуть и получить полезную информацию. Но помимо каких-то веселых инфографик, можно делать, также возвращаясь к более серьезным, можно делать не только понятную, но и красивую инфографику. Как вы можете увидеть, например, инфографика, которую сделали про дождливые дни в разных странах, в разных городах. И если вы обратите внимание, вы увидите, что они сделали зонтики в виде круговых диаграмм и выделили процент, где больше всего дождей. Или вот вторая инфографика, которая называется «Слепи себя сам». Это про диеты, это про то, как прийти в форму. Это тоже основывается на проверенных исследованиях, но при этом она имеет такую легкую форму, то есть обычно кажется, чтобы знать, не знаю, как привести себя в форму, надо знать много всяких исследований и методик, а тут вы можете просто легко увидеть, что и как. Вот. Ну и, конечно же, когда вы делаете какую-либо инфографику, вам нужны источники данных. То есть, возвращаясь опять к серьезным инфографикам, и обычно я предпочитаю брать статистику, если мы говорим про Таджикистан, то зачастую большинство исследований в нашей стране проводят международные организации, и сейчас очень многие международные организации завели отдельные порталы данных, где они публикуют не только длинные отчеты, но и, например, сами статистические данные, которые уже разбиты в таблицах Excel, и где вы их можете просто проанализировать, рассортировать, выбрать вам нужное и дальше строить свою историю. Так, например, один из порталов, который я использую, это портал Азиатского банка развития, который делает исследования по Таджикистану в том числе. И вот, как вы видите, у них есть 210 датасетов, то есть файлов с данными на различные темы. И дальше вы можете увидеть, что там есть дата истории. То есть они, основываясь на этих данных, строят истории, чтобы они были, чтобы легче было понять и для неаналитиков, для непрофессионалов в этой сфере, чтобы простые люди могли очень легко понимать, что происходит в стране. И вот если вы зайдете на этот портал, вы можете выбрать страну, отсортировать, и вы увидите, что только по Таджикистану у них 39 различных отчетов и исследований, и вы можете скачать там в виде таблицы Excel или в виде PDF-файла, как вам больше удобно. То есть для чего нужны PDF-отчеты? В PDF-отчетах в основном уже проанализированные данные, и они дают вам уже какие-то конкретные цифры. Вам остается только выделить главное для вас и уже дальше решать, что же вы хотите визуализировать. В таблицах, если вы хотите иметь более обширный объем данных, то вам тогда нужно обязательно скачивать базы данных и смотреть, что же у них есть. Кроме этого, у Всемирного банка тоже есть свой портал данных, и по Таджикистану тоже очень много данных. Причем данный портал предлагает не только таблицы и отчеты, но также они предлагают визуализации. То есть некоторые основные индикаторы по странам они визуализируют, они уже вам предоставляют какие-то готовые графики, чтобы вы не мучились с выбором и решением, какой же все-таки график вам нужно выбрать, чтобы визуализировать те или иные данные.
UNICEF также. То есть, в принципе, это правило применимо почти ко всем международным организациям, которые тут работают. И вы можете поискать в Гугле, хоть это очень странный совет, но да, я вам настоятельно рекомендую искать данные по Таджикистану, потому что на самом деле их очень-очень много, этих отчетов, которые не публикуются, наверное, на каких-то привычных для нас ресурсах, но при этом, если вы просто попытаетесь в Гугле поискать, то вы обязательно выйдете на эти сайты. Кроме того, я считаю, что не надо стесняться, и надо всегда писать специалистам в той или иной организации или в той или иной области, которая вас интересует. И я уверена, что они поделятся с вами данными. Вот. Также на территории, у нас есть местные компании, которые проводят исследования, но, к сожалению, зачастую исследования не находятся в открытом доступе, а вы можете их купить. Так, например, насколько я знаю, Центр «Зеркало», они проводят различного рода исследования. Одно из их популярных исследований – это исследование медиапредпочтений. Но чтобы увидеть результаты, ознакомиться с ним, вы должны его приобрести. Вот. Да, картинки я постараюсь помедленнее показывать. Вот. И, конечно, когда вы уже определились, какая тема вас интересует, какие данные вам нужны, когда вы нашли отчет, который вам нужен, или статистические какие-то данные, вы уже переходите к подготовке своей визуализации. И, естественно, вы решаете, какие же все-таки диаграммы применить для того, чтобы эти данные были более понятны. И поэтому я решила немного рассказать про виды диаграмм, но тут будут не все виды диаграмм, которые существуют, а именно те, которые зачастую используются для непрофессионального аналитика или человека, который хочет делать инфографику или визуализировать данные. Так, например, одна из популярных – это круговая диаграмма, и есть ее аналог – это кольцевая диаграмма, которая отличается только тем, что она в виде колечка, на пончик похожая. Она используется для сравнения нескольких величин, но вы должны понимать, что круг всегда должен составлять 100%. И прежде чем выбирать круговую диаграмму, вы должны убедиться, что ваши данные – это части единого целого, которые составляют 100%. Вот. Но очень важно, чтобы в круговой или кольцевой диаграмме не было больше 5 частей. 5 частей – это максимум. Потому что если вы будете использовать больше 5 частей, они уже станут плохо различимы, и вам будет очень трудно указать разницу наглядно. Также другой очень популярный вид диаграмм – это столбцовые диаграммы, которые служат для сравнения нескольких величин. Но эти величины не обязательно должны составлять 100%, то есть единое целое. Вот. И обычно есть два вида – вертикальные и горизонтальные. Вертикальные столбцовые диаграммы используются зачастую, когда у вас очень много величин. То есть, если у вас этих столбиков очень много, вы используете вертикальную. Если у вас их не так много, вы используете горизонтальную, потому что так она будет более читабельна. При выборе этой диаграммы всегда старайтесь сортировать свои данные. То есть, если вы хотите сделать акцент на чем-то, обязательно отсортируйте свои данные от большего к меньшему или от меньшего к большему, чтобы вы могли правильно расставить акценты и зрителю было легче сравнить тенденции и как одно соотносится к другому. Вот. Линейная диаграмма тоже один из очень популярных видов диаграмм.
И эта диаграмма используется в основном для того, чтобы показывать какие-то тренды или изменения за какой-то период. Так, например, и тут не обязательно сортировать ваши данные. То есть вы как раз-таки показываете изменения за какой-то период. И, например, если вы хотите сказать, я не знаю, курс доллара по отношению к Сомони за последние 25 лет, то вот линейная диаграмма как раз то, что вам нужно. Потому что вы, конечно, можете использовать, допустим, столбиковую диаграмму, но, во-первых, она у вас будет очень длинная, а во-вторых, будет трудно увидеть тенденцию. Поэтому, когда вы показываете какие-либо периоды, обязательно используйте линейные диаграммы. И зачастую люди используют 3D-диаграммы, считая, что это красиво, но на самом деле 3D-диаграммы — это зло. Не стоит никогда использовать 3D-диаграммы, потому что 3D-диаграммы визуально обманывают вашего зрителя. То есть ваша задача, чтобы ваши данные и ваша визуализация четко и объективно отражала реальную ситуацию. А когда вы используете 3D-диаграммы, то, например, если вы используете круговую, части, которые ближе будут к зрителю, они будут визуально казаться больше, чем части, которые дальше. Поэтому и вообще это было, зачастую применяли эти диаграммы во времена, когда только-только люди стали пользоваться Excel, и они просто баловались всеми вариантами диаграмм. И вот это несколько примеров одного из таджикских СМИ, когда они пытались сделать инфографику и использовали неправильные диаграммы. Так, например, что больше всего подорожало в Таджикистане в 2018 году? Если вы посмотрите на верхнюю левую диаграмму, где они говорят про продовольственные товары, и они используют, во-первых, 2 цвета и разные величины. То есть где-то у них разы, где-то у них проценты, и непонятно, почему использованы разные цвета, что обозначают эти цвета. Также, например, непонятно, что хотел показать автор. То есть если бы они были отсортированы от большего к меньшему, то тогда мне бы было понятно, что это топ-3 продукта, допустим, которые подорожали из продовольственных товаров, и что сильнее всего подорожала морковь, вторая капуста и сливочное масло на 3-м месте. Вот. Но тут, например, эта визуализация просто зрителя вводит в заблуждение. Если мы перейдем к графику справа, где они говорят про непродовольственные товары, и они не указывают оси, что значит. То есть они показывают сжиженный газ, бытовые приборы и бензин. И они используют линейную диаграмму, хотя линейная диаграмма показывает какой-либо период, то есть какую-то тенденцию чего-то одного. А тут абсолютно 3 разных показателя. Кроме того, если вы обратите внимание, бытовые приборы — это 12,1%, а сжиженный газ — это 6,6%. То есть если мы по линиям посчитаем, то 12,1% должно быть выше. То есть смотрите, в их диаграмме 6,6 — это 2 линии. Получается, еще через 2 линии это уже будет у нас сколько? 13,2. У них на этом месте 12,1. И получается, последний у них это 18,4. То есть это должно быть чуть больше 6 линий, а у них это на 6. То есть это опять-таки визуально они врут зрителю и вводят его в заблуждение. Те же самые вопросы возникают, когда вы смотрите на 3-ю диаграмму, которая говорит нам про платные услуги. И
там опять-таки возникают разные показатели. Где-то они указывают просто проценты, где-то они указывают отдельно регионы и отдельно столицу. То есть, если вы решили где-то разделить это на регионы и столицу, то вы должны все свои показатели разделить на регионы и столицу. Вот. Вторая визуализация – общая сумма иностранных инвестиций. И тоже, что не надо делать, это как не очень хороший пример визуализации. Если вы обратите внимание, 6,1 миллиард сомони, и рядом идет 3 миллиарда сомони. И визуально я понимаю, что хорошо, желтый треугольник, он меньше, чем розовый, но я не могу точно сказать, на сколько процентов он, или во сколько раз он больше. То есть нежелательно показывать разницу вот в таких фигурах. Если мы пойдем дальше, то тут не отсортированы данные, то есть тоже и использовано слишком много цветов, что нежелательно. И, например, если вы обратите внимание, с левой стороны там идет 69, что это? 69 в зелененьком, и с правой стороны вы увидите 9. И мне визуально будет казаться, что это одно единое, потому что мозг воспринимает объекты, которые одного цвета, что они как-то относятся друг к другу, так как они разделили многие вещи по цветам. То есть мне будет казаться, что 23 розовенькое и 23 розовенькое слева — это тоже что-то одно. То есть если я прочитала с левой стороны, что это грантовые проекты, то мне будет казаться с правой стороны, что что там говорится про те же грантовые проекты. Да. И, наконец, если вы нашли данные, вы рассортировали их, вы решили, какой вид диаграммы вы хотите использовать, и теперь вам необходимо добавить какие-то подписи к своим диаграммам и как-то, построив историю, объяснить зрителю, что же вы хотите ему сказать. И одним из хороших инструментов визуализации является использование шрифтов различных, которые тоже на самом деле задают настроение. Вот. Так, например, в основном шрифты делятся на шрифты с засечками. И вот это самый, наверное, Times New Roman знают абсолютно все. Это один из самых популярных шрифтов с засечками. И на шрифты без засечек, sans serif, как они называются. И некоторые, это самые популярные, это работа, Монсеррат, и мне очень нравится шрифт, который называется Освальд, потому что они считаются самыми универсальными и самыми часто используемыми шрифтами. Вот. И теперь, чтобы вам было легче понять и запомнить, в чем же их все-таки отличие. То есть сериф в переводе значит засечки. Засечки — это вот такие продолжения на конце букв. Если вы сравните верхнюю S и нижнюю S, вы заметите, что у верхней есть такие палочки. И там почти у всех букв есть такие на концах палочки. Это и есть засечки. Sans, что в переводе с французского значит без, то есть sans serif, без засечек. То есть у этого вида шрифтов у них нет вот этих засечек, и зачастую эти шрифты используются для заголовков, чтобы ваши заголовки были легко читаемы. И если вы заметите, все заголовки в моей презентации тоже сделаны шрифтом семейства sans serif, без засечек. Шрифты с засечками используются, когда вы пишете какой-то основной текст, потому что засечки помогают визуально держать строку, и вашему читателю будет намного легче читать ваш текст.
Помимо этого, шрифты делятся на рукописные, и вы очень часто можете встретить даже... То есть дизайнеры, когда делают шрифты, очень часто они сами берут именно свой почерк и просто превращают его в различного шрифты. И вы можете увидеть, то есть шрифты не отражают характер и настроение, да, и у кого-то, например, то есть рукописные шрифты могут быть, я не знаю, какими-то веселыми, или вот как шло в заголовке, могут быть уродливыми, могут быть плохими и так далее. Кроме этого, есть шрифты декоративные, и это вот одни из самых популярных семей шрифтов, и они обычно используются, чтобы привлечь внимание. То есть вы, отталкиваясь от своей темы, выбираете шрифт, который бы отразил настроение. И также, например, вы можете, например, шрифты без засечек и более округлые, например, как Calibri. Они используются, или вот если вы увидите, вот тут шрифт Sketch, он выполнен в виде зарисовки. То есть, и он весь такой округлый. Обычно округлые шрифты передают теплоту, комфорт или что-то такое. Если вы заметите, большинство магазинов мебели, они используют как раз такие шрифты, чтобы человек, читая или видя их логотип или название, чувствовал какой-то комфорт и уют. Например, если вы посмотрите тут на шрифт Monotone, он, наоборот, такой более строгий, так как он весь такой угловатый. Вот. И мне лично он, например, напоминает что-то музыкальное, потому что раньше на пластинках любили, то есть очень часто использовались такие полоски на обложках пластинок. И вот эти буквы О, они как раз таки напоминают то, как выглядят пластинки. И опять-таки, есть несколько ресурсов, на которых вы можете найти различного рода шрифты, как кириллицу, так и латиницу. И вот это несколько из самых популярных. Этот ресурс, на нем очень много различных шрифтов. Вы можете поставить фильтры, и он может вам дать праздничные, рукописные, какие-то тематические шрифты. Да? Вот вы можете увидеть тут, например, есть в готическом стиле шрифт, рукописный шрифт, чтобы вы могли его подобрать под именно какое-то свое уникальное сообщение. Один из моих любимых ресурсов — это Google Fonts, где вы тоже очень-очень легко можете найти шрифты, которые вас интересуют. И там вы можете... Вот эти шрифты — это самые популярные. То есть, когда вы только заходите, он показывает вам самые популярные шрифты, и вы можете отфильтровать. Если вы заметите, то справа там есть как раз-таки часть, где вы можете установить фильтры. Нужен ли вам шрифт с засечками, без засечек, рукописный ли вам нужен шрифт. Также вы можете отметить, кириллица ли вам нужна, или вам нужны латинские символы. И, кстати, лайфхак. Для тех, кто хочет скачать кириллические шрифты, то есть это русские буковки, но при этом пишет на таджикском, в фильтрах отметьте Cyrillic Extended, который покажет вам еще и дополнительные вот эти символы таджикских букв, как Х, как Х, Дж и так далее. Вы выбираете нужный вам шрифт. Да. Отвечая Аминову Абдул Самаду, вот как раз таки, да, это и есть Google шрифты, откуда на самом деле очень удобно. То есть вы можете обратить внимание, вот они названия шрифтов, и сбоку есть в верхнем углу плюсик. Вы выбираете плюсик у шрифта, который вам понравился. И да, из хороших новостей
Когда вы открываете, он автоматически пишет какой-то свой текст, но вы можете этот текст заменить на то, что вам нужно. Например, как я тут написала: шрифт — это наше все, Enter News молодцы, инфографика — это круто и весело, и с Днем космонавтики, товарищи. То есть, если, например, мне нужно где-то в моей визуализации идет, я не знаю, надпись инфографика — это круто, и я не знаю, как мне выбрать шрифт, я просто беру и пишу вместо текста, который там был, как, например, вы внизу можете увидеть: серебряный туман затопил палубу, я пишу инфографика — это круто. И вы можете применить это ко всем шрифтам, и у вас сразу появятся варианты. То есть вы сразу наглядно увидите, как этот текст будет выглядеть в том или ином, используя тот или иной шрифт. Вот. Так вот, вы выбираете, и у вас появляется отдельное окошечко, где вы можете не только скачать, но перед скачиванием вы можете увидеть разные размеры этого шрифта и выбрать, какой вам нужен. То есть там и разные не виды даже, то есть его, как это правильно, то есть вы можете выбрать, должен ли он быть с наклоном, без наклона, должен ли он быть жирным и так далее. Вы можете все эти опции выбрать и в итоге скачать. Скачается у вас шрифт в виде архивированного файла, который вам надо будет открыть, и вы увидите там все ваши шрифты. Вам надо будет дважды кликнуть на шрифт, и у вас появится окошечко, где будет наверху, в левом верхнем углу, будет кнопочка «Установить», и, нажав на эту кнопочку, вы сможете установить. И шрифт автоматически появится у вас в программах, которые вы используете. Еще один очень хороший ресурс — это сайт DaFont, на котором вы тоже можете скачать различного рода шрифты. И вот тут тоже есть очень-очень много разных фильтров, где вы можете отфильтровать и указать именно ту тему, которая вас интересует, и намного-много легче найти тот самый шрифт, который вам нужен. Вот. Кроме того, в Фейсбуке есть группа «Мультимедийные истории», куда вы можете присоединиться. И очень часто мы рассылаем, вернее не рассылаем, а публикуем там ссылки на самые популярные кириллические шрифты. То есть это такие сборники, где вы можете посмотреть, какие из кириллических шрифтов сейчас очень популярны, очень часто используются. Там есть ссылки, откуда вы можете их скачать, если они вам понравились. Поэтому вот присоединяйтесь к группе в Фейсбуке. После того, как вы решили и со шрифтами, вы начинаете переходить к самому дизайну. И перед дизайном вам нужно определиться, какие же все-таки вам цвета использовать. Хотя шрифт тоже играет не последнюю роль, то есть он задает какое-то настроение, но цвета могут вам помочь усилить еще ваше сообщение. Но прежде чем вы выберете цвет или цветовую гамму, вам обязательно нужно определить цель или, например, тематику. То есть, когда вы выбираете цвет, вы должны задать себе несколько вопросов. Какой посыл вы хотите передать через дизайн? То есть, например, если у вас какая-то, допустим, грустная тема, скажем так, вы будете, скорее всего, использовать более темные оттенки. Или, например, военная тема. На ум сразу приходят какие-то оттенки зеленого, цвета хаки и так далее. Если это что-то позитивное, вы будете использовать более яркие оттенки, какие-то такие, которые навевают более позитивные мысли. И дальше вы думаете, какова цель вашего дизайна. Он должен быть информативным, должен ли он убеждать, или это просто какая-то такая легкая тема,
И опять-таки, да, если это какая-то легкая тема, опять будут какие-то более позитивные и легкомысленные, если так можно сказать, цвета выбраны. А если это более что-то новостное, строгое, вы уже будете выбирать более приглушенные оттенки. Также очень важно, какие эмоции вы хотите вызвать. Да, то есть мы все знаем, что, например, сразу рефлекторно, наверное, у многих из нас там красный вызывает, то есть значит внимание, зеленый значит что-то, что хорошо сделано. Вот. Поэтому прежде чем выбрать цвет, задайте себе несколько вопросов. После того, как вы ответили на эти вопросы, вам нужно также определить свою аудиторию и решить, для кого вы делаете свою визуализацию. Так, например, для детей вы будете использовать более какие-то такие оттенки, которые связаны с детством, или, например, как очень часто делают, используют либо голубые, либо розовые цвета, такие очень светлые, которые навевают, опять-таки, какие-то детские воспоминания. Для людей более, вернее, мы не будем делить, наверное, на возраст, а для профессионалов, если вы пишете или делаете свою инфографику для специалистов в какой-то узкой области, вы опять-таки будете использовать цвета, которые более присущи к этой области, или будете делать ее в более строгом стиле. И когда вы определились с этим всем, вам нужно, чтобы не переусердствовать с цветами, хотя это на самом деле очень сложно, не переусердствовать, старайтесь придерживаться системы. То есть решите, какой у вас будет фон, какой у вас будет главный тон, какой у вас будет вспомогательный тон. Потому что, и также, возвращаясь опять-таки к аудитории, обратите внимание на какие-то культурные ценности. То есть, например, допустим, для гражданина Китая или для китайца, в общем, красный цвет будет нести какой-то патриотичный характер, так как их флаг красного цвета. Да, то же самое для нас, наверное, будет больше навевать какое-то патриотичное, если у вас, опять-таки, тема очень тесно связанная с Таджикистаном, и вы используете цвета флага, это тоже будет очень отражать какие-то культурные ценности. И вот тут, возвращаясь к фону, главному тону и вспомогательному, если вы обратите внимание на эту картинку, то тут фон — это такие оттенки слоновой кости, такой молочный цвет. И теперь смотрите, главный тон. Они берут главный тон как такой бирюзовый. То есть вы можете вверху заметить, что преобладает в основном такой зеленый или оттенки зеленого. Они взяли промежуток между зеленым и голубым. И вот опять-таки зеленый бирюзовый является главным тоном, а голубой — вспомогательным. И обычно это тоже очень важно, когда вы делаете визуализацию, старайтесь использовать не какие-то кричащие и яркие цвета, а лучше какие-то более приглушенные оттенки, чтобы ваша визуализация легче визуально воспринималась. У нас, кажется, нет. Так, да, и я понимаю, что определиться с цветами на самом деле бывает очень часто сложно, и очень трудно понять, какие цвета нужны, но даже когда вы поняли, какие цвета подходят к вашей теме, очень важно уметь их сочетать. И обычно советуют сочетать не более 5 цветов, но опять-таки нужно иметь достаточно опыта, чтобы сразу сходу уметь сочетать или подбирать взаимосочетаемые цвета. Но если вы не являетесь специалистом в области
дизайна, то легче всего, конечно, использовать какие-то онлайн-платформы. Одна из онлайн-платформ, которая мне очень нравится, называется Coolors. Выделить определенным цветом то, что вы хотели. Кроме этого ресурса есть вот такой очень-очень интересный ресурс, в который вы можете загрузить фотографию. Допустим, если вам трудно определиться, какие все-таки оттенки подходят к вашей теме, вы можете найти какую-то сопряженную с этой темой фотографию, загрузить ее, и он разобьет ее на оттенки, которые преобладают на этой фотографии. И тогда вам уже будет легче определиться, что вам нужно из цветов. Так, например, вы можете увидеть картинку, где преобладают голубые оттенки. И вот как раз-таки этот ресурс, он разделил, какие оттенки, и заметьте, там нет ярких цветов. То есть они все не кричащие. Хоть на картинке вы можете видеть, что небо где-то очень яркое, морская звезда очень яркая, но при этом этот ресурс дает вам именно оттенки, а не цвета. Теперь, когда вы определились со шрифтами, цветами, текстом и всем остальным, вы можете визуализировать свои данные также при помощи иконок, которые тоже помогут вам как-то более наглядно показать какие-либо данные. И есть несколько ресурсов, если вы не художник, если вы не дизайнер и не пользуетесь специальным планшетом для того, чтобы рисовать иконки, то, я думаю, легче всего вам будет использовать онлайн-ресурсы с готовыми иконками, которые вы можете скачать и вставить в свою инфографику. Я использую два таких ресурса. Это FlatIcon, на котором правда, это англоязычные ресурсы. Но я думаю, Google может легко перевести простые слова с русского на английский или с какого-либо другого языка. И вы можете туда вставить, например, если мне нужно будет, я не знаю, я могу там написать глобус, и он даст мне различные иконки глобуса. И тут вы можете видеть тоже, он делит иконки на какие-то сборники, то есть вы видите сборник офис, сборник супермаркет и так далее. То есть он тематически делит все эти иконки, и вам уже будет намного-много легче найти то, что вам нужно по теме. Второй ресурс, тоже очень крутой, на мой взгляд, это The Noun Project. Там тоже есть очень-очень много разных иконок на различные темы, где вы можете очень легко их скачать, вставить в свою инфографику, вы можете их редактировать, изменять их цвета и так далее. И когда вы со всем этим определились, вы уже знаете даже какие иконки вы хотите использовать, но вы не умеете, допустим, пользоваться какими-то специализированными программами для дизайна. Для этого есть веб-ресурсы, куда вы можете зайти и очень легко создать свою инфографику, используя как раз эти онлайн-платформы. Одни из онлайн-платформ, таких самых популярных, это PictoChart. Вы можете, и там есть отдельный раздел инфографика, где они сами дают вам шаблоны на те или иные темы, где вы можете очень легко вставить свои данные и сделать инфографику. Там вы уже можете выбрать и шрифт, и в этот ресурс вы можете добавить иконки, какие вы хотите, графики, какие вы хотите, менять и делать на самом деле очень-очень крутые вещи. Другой ресурс, очень популярный, это Canva. Но Canva, она сама очень классная не только для создания инфографик, но и если вы хотите делать какие-то короткие факты, фотографии, не знаю, для постов в Instagram, Facebook и так далее, то вы можете туда зайти, и она
вы можете выбрать, что именно вам нужно, инфографика ли, после это для Инстаграма, и она сразу вам даст размеры баннеров, какие есть, чтобы вы знали, как должна выглядеть ваша фотография, чтобы она лучше выглядела в ленте той или иной социальной сети. И еще один популярный ресурс – это Инфограм, где вы тоже можете, загрузив свои данные, делать различного рода инфографики, и вы можете делать там не только статичные, но и интерактивные инфографики. И легко можете вставлять ссылку в своей страничке, чтобы это лучше выглядело у вас, допустим, в блоге или на сайте или вашем личном и так далее. Но мы не будем уходить глубоко в эти онлайн-ресурсы, хотя я считаю, они безумно полезны, там есть очень-очень много других полезных фишек, которые вы можете использовать, но если вы заинтересовались этими ресурсами, то вы можете найти на сайте alifbo.com очень крутые видеоуроки, подробные о создании различных инфографик на этих 3 ресурсах, которые прям очень-очень полезны. Вот. И на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, то большой-большой рахмат.